эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Глава Якутии Айсен Николаев выступил с ежегодным посланием перед Государственным собранием Ил-Тумен. Так, Якутия до 2021 года получит 35 миллиардов рублей из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. Как отметил руководитель региона Айсен Николаев, правительством республики ведется напряженная работа по включению проектов республики в федеральные национальные проекты. И выделенные из федерального бюджета средства являются впечатляющими результатами. Он также добавил, что правительство не может ограничиваться лишь освоением бюджета. Так, поставлена задача до 2024 года привлечь в экономику республики не менее 500 миллиардов рублей, в том числе частные инвестиции. Будет продолжаться работа по привлечению инвестиций широким применением механизмов государственно-частного партнерства, концессионных соглашений. Поставлена задача до 2024 года привлечь в экономику республики не менее 500 миллиардов рублей. Движение уже есть. Так, буквально из небытия, самых далеких полок нам удалось вернуть на обсуждение проект строительства автомобильного моста через Лену. Ядром экономики республики является промышленность. В этом году добыча угля превысит 17 миллионов тонн. В первую очередь это связано с освоением компании «Мечел», Эльгинского месторождения и успешным развитием проектов компании «Колмар» в ТАСЭР «Южная Якутия». Руководитель региона отметил успешную деятельность двух ТАСЭР «Кангалас» и «Южная Якутия». 26 резидентов уже инвестировали в производство 35,5 миллиардов рублей. Создали 4,5 тысячи новых рабочих мест. Главным событием наступающего года в газовой отрасли Якутии, да и всей страны, станет начало поставок природного газа с Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпром». Вот магистрального газопровода «Сила-Сибири» в декабре 2019 года даст республике возможность в будущем начать масштабную газификацию Ленского, Алекминского, Алданского и Нерюнгринского районов. На устойчивый рост выходит золотодобывающая отрасль. Активное промышленное освоение крупных золоторудных месторождений Малотарынского рудного поля, Нежданинского, выход на проектную мощность месторождений Дражная, Рябиновая и Гроз позволит республике к 2024 году стать одним из лидеров России по добыче золота. В Якутии будет создано Министерство по развитию Арктики. Новое ведомство будет заниматься комплексным развитием северных территорий. Экономический рост северных районов республики связан сегодня с формированием северо-якутской опорной зоны развития арктической зоны. Упор будет сделан на развитие транспортной инфраструктуры вокруг северо-морского порта, реконструкцию портов, создание высокотехнологичной жатайской судоверфи, строительство которой начнется в 2019 году, сказал Айсен Николаев. В республике будет продолжено масштабное строительство детских садов, в том числе при федеральной поддержке. На эти цели планируется направить порядка 3 миллиардов рублей. Глава Якутии также отметил, что будут строиться новые школы, в первую очередь взамен аварийных, которые в Якутии еще немало. В зоне особого внимания в части строительства школ, конечно, будет наша столица, город Якутск, где проблема нехватки школьных мест самая острая. В 2019 году завершится строительство международной арктической школы. На базе Малой академии наук в Актемцах будет создан Центр поддержки способностей и талантов детей. Круглогодичный центр «Полярная звезда», ориентированный на мировые стандарты работы с одаренными детьми, откроется на частные средства в Северной Мозайке в Табаге, сказал Айсен Николаев. Компания «Алроса» с 2019 года будет перечислять 5 районам Якутии, которые пострадали из-за прорыва дамб дражных котлованов на Иреляхском месторождении, по 150 миллионов рублей дополнительно в целевой фонд будущих поколений. Главы пострадавших районов должны в кратчайшие сроки разработать и принять программу обеспечения населения чистой питьевой водой. Стороны заключили соответствующее соглашение. Мы надеемся и делаем все возможное для того, чтобы компания эффективно развивалась, противостояла всем рыночным вызовам и продолжала платить сотни миллионов в алмазные провинции и десятки миллиардов в бюджет Республики Саха-Якутия. То, что обсуждалось в части фонда будущих поколений, то это дополнительные деньги, которые пойдут на решение вопросов с доставкой чистой питьевой воды, с приобретением установок по очистке воды, ряд других мероприятий. Поэтому то, что касается фонда будущих поколений, то это дополнительные деньги, помимо дивидендов «Алросы», которые существенно выросли за последние годы. В
Выплаты начнутся во втором квартале следующего года. Решение утверждено на наблюдательном совете компании под руководством первого вице-премьера правительства Российской Федерации и министра финансов России Антона Силуанова. В своем послании Айсен Николаев также добавил, что на днях в Москве на научно-техническом совете Росавтодора пройдет защита 3 предложений мировых и российских компаний по проектам строительства моста через Лену. Завтра я возвращаюсь в Москву на научно-технический совет Росавтодора, где пройдет защита 3 предложений крупнейших мировых и российских компаний по проектам его строительства. Это говорит об интересе к Ленскому мосту на всех уровнях, подтверждает абсолютную реальность его строительства в ближайшие годы, сказал глава республики. Ранее Айсен Николаев обсудил ремонт дорог в Якутии с Федеральным дорожным агентством в середине ноября. Стороны также обсуждали ремонт автодорог федерального значения Вилюй, Лена и Колыма. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.